привет, юзер. Вот мы в Ярославле. 90-й пикет. Выехали с Чуйса. Привет, Ирина. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Спасибо. Вот так выглядит Красная площадь в Ярославле. Такой маленький клочок. Здесь практически вообще летняя погода. Так, все сыро, конечно. Вот. Травка еще зеленая. Это мы выехали с Якутска уже 2 месяца назад где-то. Там был уже снег. А здесь вот зеленая травка. Догнали лето. Привет, Олег. Не просто фотографирует, он ведет прямой эфир. Да. Вы случайно не Егоров Виктор Алексеевич? Я не случайно Егоров Виктор Алексеевич. Да? Я совершенно закономерно, Егор. Вот видите. Мы гадаем, вы не вы. По бороде же вот сразу видно, что это я. Просто я не в костюме сегодня, у вас так тепло. Очень. Сейчас я покажу. Куда он пошел? Он документы не забрал. Хорошо. И ну, сотрудник представился, все как полагается. Жетон на месте, все по правилам. Все в рамках закона, да? Все в рамках закона, да. Проверка документов. Зачем документы дал? Это стандартная процедура сейчас. Документы, да. Это состоишь с одиночным пикетом. Власть народа. Народовластие. Только это, да? Да. Конституционное требование. В Конституции так и написано. Власть принадлежит народу. Только Конституция, ну, как бы не выполняет свои функции. Здрасте, до свидания. Сфотографировал, ушел.
Владимирович показывает. Вон на нем, там засели, горы. О чем, интересно, думает Виктор Алексеевич, стоя с этим плакатом? Да я вот думаю, что к концу подходит наш большой поход к концу. Город незнакомый, я очень хотел побывать в Ярославле, очень. Во многом потому, что он стоит на Волге. Вот мы сейчас пикет закончим и поедем на берег Волги, посмотреть на реку. Две у меня было мечты, так сказать, посмотреть на Байкал и увидеть Волгу. Похоже, что сегодня обе мечты, но одно я давно уже реализовалось. Байкал я посмотрел, прикоснулся. Теперь хотелось бы увидеть Волгу. Ярославль стоит. Мы и проезжали на поезде, видели ее уже. Но вот походить по набережной. Древний город, древние славяне, древние викинги. 10 век. Все вот здесь происходило. Наверное, был лес густой здесь. Вот эта горка. Видно, что это горочка. Все вниз уходит. Не зря она называется Красная площадь, да? Малая Красная площадь России. Два города, Москва и Ярославль, по древности соревнуются друг с другом. Здесь наше государство формировалось. Вот где-то в этих местах наши предки формировали вот наше российское государство, Российскую Федерацию нынешнюю, Россию, попросту говоря, одним словом. Великую Россию, где-то вот здесь, где-то здесь все происходило. Викинги, славяне, другие племена, северные народы, Центральной Европы, а в древности, в далекой, много тысяч лет назад, и кочевники где-то участвовали, и еще древнее. Ну все, вот это святые места как бы России. Не зря называют Золотое кольцо. Здесь оно начинается. Приятно стоять в городе в таком замечательном, смотреть на людей. Людям может быть все равно, стою я или нет, с каким я плакатом стою, зачем я стою. Они идут по своим делам. Ну и ладно, хорошо. Зато мне доставляет удовольствие смотреть вот на них. Это и есть население России, это и есть россияне на древнем месте, продолжатели дела предков. Хотелось бы, чтобы они его продолжали достойно. Достойно тем великим свершениям, что совершили наши предыдущие поколения. Вот об этом думаю. Спасибо, Виктор Алексеевич. Да, все тут убогенько, конечно, в Ярославле. То есть уже, наверное, лет 10 назад, последний раз, это делались здесь реставрационные работы какие-то. Мы при вокзальной территории тоже увидели очень много грязи, и разрушенный асфальт, тропинки, то есть эти как дорожки асфальтовые, тротуарные. Все очень убого выглядит. То есть, если побывав, допустим, в Новосибирске, то там видно как, по качеству фасадов и вообще все эти пешеходные дорожки, асфальт, видно, что деньги там вкладываются. И здесь же все очень так запущено. Хотя рядышком с Москвой 3 часа езды и в Москве. Ну вот, как бы для Москвы это не представляет какой-то ценности этот город. И сюда не вкладываются, видимо, деньги, чтобы его в надлежащий вид привести.
те, кто хочет просто тепленькое местечко себе, там, нормальный заработок, а каким образом заработать эти деньги, ну, их уже мало волнует. Главное насытить свой карман, там, обеспечить свою семью, чтобы быть перед своей женой, перед своими детьми только хорошим, а как он будет выглядеть в глазах общественности, народа, это уже второстепенно. Ну, вот многие такими принципами живут. Ну, все, моя хата с краю, так скажем. А мне, допустим, такие перешагнуть через свою совесть очень трудно, практически невозможно. То есть заниматься каким-то таким делом, которое губит либо природу, либо вводит людей в заблуждение, там, обманывает где-то, обдирает и так далее, какие-то структуры, налоговые там структуры. Банковская сфера, вот это вот сейчас она вся пронизана обманом. Люди даже не понимают, что такое вот именно власть народу, как это такое может быть. Сейчас мы ехали с таксистом, и он говорит: так она и так власть у народа. У меня пропал дар речи просто. Я даже не знал, что ему на это ответить. Вот. Полиция приехала с мигалками. Сейчас будут проводить нами беседу по ходу. Возможно, будут объяснять руками и ногами, возможно жестами. Городской Можно я с гражданином займусь без вашего участия? Ну как, я хочу, чтобы увидела общественность, чем вы хотите заняться с гражданином. Подождите, это то, что я с гражданином общаюсь, это не Так. для общественности, а лично для гражданина, не для вас. Ага. Что, угрожать начинаете уже гражданину? Ну, бесполезно провоцировать. Я вас Можете не этим не собираюсь заниматься. провоцировать. Я не собираюсь вас провоцировать. Так, Я за справедливость в этом мире. включаю, это стандартная процедура, но все не идет. Потому что это где-то факт общественной стороны. И договор, когда адвокаты, Что за предупреждение такое? вам ставится на руки. Подождите, мне надо прочитать все конкретно. Прочитаю, Виктор Алексеевич. А то мне там... наизусть все знаю. А вот здесь, в любом удобном месте я вам сейчас это оставлю. Это остается у вас на руках, так что память. Сейчас, секунду, я себе сфотографирую. О необходимости соблюдать закон Да. о проведении публичных мероприятий. Так точно, все правильно. Ну как кто ж против-то соблюдать закон? Все бы соблюдали. Да, С вами только согласна абсолютно. Только требуют соблюдения закона именно простых граждан, а от чиновников От и всех прочих всех требуют вышестоящих, закон равен для всех. вот Спасибо это вам вот уже большое. сломительно. Это Успехов. по телевизору только показывают, что это требуется. Я свое согласие не давал на съемку. Я вас его не спрашиваю. Особо не спрашивайте. А вот видите, какие соблюдения законов тогда соблюдаются. Вы сами их нарушаете. Извините, пожалуйста, вам этот гражданин мешает проводить фотографирование? Нет, не мешает. Вы ему расскажите, пожалуйста, то, что он вам не должен мешать, как вы сами, ладно? Что рассказать? Так это Вы мне расскажите. Я не должна. Вы Не должны? считаетесь официальным организатором данного публичного закон мероприятия. соблюдают, Отвечаете все за его остальное уже проведение. органы правопорядка. Всего доброго. Вам ж не хворать тоже. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Я Игорь Георгиевич Коношенов. Это ваши данные? Где данные мои? Игорь Георгиевич Коношенов. Коношенов, да, мои данные. Мгм.
Вы здесь проживаете, в Нет, Ярославле? нет. А где вы Мы проживаете? двигаемся вместе с Виктором Алексеевичем по городам, Вы в курсе, снимаем что пикеты. вы не можете ближе, чем на 50 метров, да? Я могу, Осуществлять те же самые действия. я не стою с пикетом, я не стою с Я плакатом, вас предупредила. я вас тоже. Виктор Алексеевич, вам тут Счастливого Нового года! Деда Мороза везут! Деда Мороза везут, А с мышонка увозят, мышонку увозят. праздник нам приходит, праздник нам приходит. Я тоже на таком хочу ездить. На таком троллейбусе. Так. Есть гирлянда, есть светится. Ну, в общем, уже 30 минут прошло. Все, 30 Мы минут прошло. завершаем сегодняшнюю свою акцию такую. Завершаем. Свой Все пикет. законы соблюдены. Да. Да. Везде все росписи подставлены. Да. Все везде отмечено. Папка пополнена.